Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Руководство Абхазии сделает все необходимое, чтобы выборы в парламент прошли спокойно и цивилизованно с соблюдением Конституции и законодательства нашей республики, общепринятых демократических норм. Об этом заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба, обращаясь к гражданам страны в связи с ситуацией, связанной с противоправными действиями в отношении некоторых кандидатов в депутаты. Уважаемые соотечественники, наметившаяся в нашей стране политическая стабильность, стремление к общенациональному согласию – это результат немалых усилий всех слоев общества. По инициативе руководства Абхазии и при посредничестве депутатов парламента было достигнуто соглашение, способное ввести в конструктивное русло сотрудничество между властью и оппозицией. Мы с достоинством преодолели опасность прошлогоднего декабрьского противостояния. Перед страной и народом появились новые шансы для урегулирования возникающих проблем путем диалога и разумных компромиссов. Однако, судя по складывающейся ситуации, подобное развитие событий не устраивает определенные силы, которые заинтересованы в нагнетании напряженности и дестабилизации обстановки любой ценой. Имели место в последние дни факты поджога и обстрела машин, попытки шантажа и угроз в отношении отдельных кандидатов в депутаты. Правоохранительными органами предпринимаются необходимые меры по расследованию противоправных действий, выявлению лиц, причастных к преступным деяниям. Сторонниками отдельных кандидатов используются грязные технологии, оказывается давление на избирателей во имя достижения поставленной цели. Они ничем не гнушаются, пускают в ход подкуп, ложь, дезинформацию против неугодных конкурентов. Для них личные корыстные интересы и политические амбиции превыше основополагающих ценностей, во имя которых наш народ положил на алтарь победы жизни своих сынов и дочерей. Как глава государства, обращаюсь ко всем гражданам Республики Абхазия, не поддаваться на всевозможные авантюры и провокации, противостоять действиям тех, кто во имя собственных и групповых интересов готов ввергнуть страну в хаос и беспредел. Руководство Абхазии сделает все необходимое, чтобы выборы в парламент прошли спокойно, цивилизованно, с соблюдением Конституции, законодательства нашей республики, общепринятых демократических норм. Уверен, что мы достойно преодолеем еще один ответственный этап строительства нашего суверенного государства. Наказание или шанс на исправление. В Гагрской школе номер 1 продолжаются разбирательства инцидента с участием учеников 9 класса. Стали известны подробности, которые в корне меняют все представление о произошедшем. Дирекция, родители с участием руководства Министерства образования и науки, в присутствии главы Гагрского района Зураба Бганба обсудили ситуацию. Низ Фаршба продолжит тему. За этой дверью тот самый класс, который всего несколько дней назад стал известен на всю страну. Родители не хотят, чтобы мы снимали школьников. Учителя говорят, они давно осознали и очень сильно раскаиваются. Эмоции, конечно же, зашкаливают, но главное, все понимают, произошло то, что оправданию не подлежит. Данный инцидент произошел в конце ноября 2016 года. Это был последний 6-й урок. Сами события происходят во время перемены. После 6-го урока дети уже уходили домой. Урок русской литературы. Маргарита Леонидовна Тарба, педагог с большой буквы, с большим опытом работы, уважаемый человек. Вы видели поведение детей, которые ничем не оправданное, не сложно комментируемое и абсолютно оправданное общественное мнение, вызвавшее репортаж, который вы, видели. То, что мы своевременно не узнали о произошедшем в этой школе, не снимает ответственности с нас. В первую очередь за все происходящее в школе ответственность ложится на администрацию школы, на директора. В первую очередь мы не снимаем с себя этой ответственности.
Здесь всегда царил порядок и дисциплина. Школьники шалят, собственно, как и везде, но до ЧП доходит редко. Но, как оказалось, эта история произошла давно, еще в конце прошлого года. И тогда классный руководитель своими силами ее разрешила. Извинения были принесены педагогу и от детей, и от родителей. Хорошо, что я не получила инфаркт, потому что это самый любимый класс. И грамотный класс, живой класс. Ну вы простили, ребята? Ну, конечно, это шалость, я считаю. Да, конечно, она, может быть, должна наказать, потому что во время перемены, когда что-то делают, они должны отвечать за порядок. Почему именно сейчас видео появилось в сети интернет и кому это понадобилось, выясняется. Ну а пока взрослые решают, какой будет дальнейшая судьба класса, считавшегося в этой школе лучшим. Соответствующие меры будут приняты. Детям, всему классу вынесен выговор, каждому лично. Строгие выговоры получили зачинщики данной ситуации, безусловно. Получил выговор классный руководитель, который своевременно не донес данную информацию до администрации школы. Организатор школы, заместитель по воспитательной части. И я еще раз повторюсь, сам директор, который в первую очередь несет большую ответственность за происходящее. Каждый ученик 9 А, как говорят учителя, показывает хорошие результаты. Кто-то в спорте, кто-то в математике, ну а кто-то в изучении иностранных языков. Теперь весь район во главе с управлением образования пытается понять, как такое могло произойти. Низ Фаршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В Уральской ассоциации туризма отмечают, что турпоток из региона в Абхазию продолжает активизироваться. Для уральцев поездки на черноморские курорты начнутся уже с конца апреля, хотя до открытия купального сезона еще далеко. Об этом сообщается на сайте Екатеринбург-онлайн. Как говорится в сообщении, обычно вылеты на Черное море начинались в мае-июне, но увеличившийся спрос на поездки внес корректировки в расписание. Оживление рынка заметно по активному бронированию летних туров и поездок в майские праздники. В частности, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подчеркивает, в Абхазии все уже выкуплено и есть большая квота у уральцев. Но рейсов прямых туда нет. Лететь придется через Краснодарский край и далее добираться поездом или на машине. Уже с завтрашнего дня жители Абхазии ждет улучшения погоды. Дожди прекратятся, холодная воздушная масса сменится на теплую. Ожидается существенное повышение температуры воздуха. Из-за смены воздушных масс на территории Абхазии происходит активное влияние холодных воздушных масс. С завтрашнего дня погода начнет проясняться, и уже к концу недели на территории Абхазии установится очень теплая, относительно теплая, вот для весеннего периода до плюс 15, 17, 18 градусов потепления. А вот то, что в горах, надо заметить, что сохраняется неустойчивая погода, там идут сейчас даже снегопады. Вот на высоте уже порядка 700-800 метров сейчас лежит снег. И снова о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 9-11 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.